Хотел, чтобы нашей последней темой сегодня была тема, связанная с уйгурами. Такая объединяющая для всех мусульман, да и не только мусульман, всех вообще здравомыслящих людей тема. Уйгуры — это такой народ, небольшая часть живет в России, небольшая часть в Казахстане, немного в Узбекистане, в Киргизии, но основная часть живет на территории современного Китая, так называемый Восточный Туркестан. И это историческая земля уйгуров. Они там живут, они туда не приехали, там не захватили, они там живут, они там родились. Я всегда очень с уважением относился к Китаю. Я вот за трудолюбие, что вот молодцы, Америку обогнали, работящие. Оказывается, что за ширмой вот этого всего роста, красоты, которую там Пекин, вот эти огни, еще кроется большая трагедия угнетенных народов, которые живут на территории Китая. Это и Тибет, да, и это уйгуры, которые полноценные такие же граждане, но почему-то им запрещают молиться. Им запрещают называть своих детей мусульманскими именами. Им даже не дают получать карточки медицинского страхования. Сносятся кладбища уйгурские, сносятся исторические мечети. И сейчас новое уже вот... Лагеря, да? Вот эти? Так лагеря — это с чего они начинали. То есть они пропустили несколько миллионов человек через эти концлагеря, где стерилизовали женщин, где люди как овощи возвращались домой. То есть они установили лагеря как нацисты. Да более того, сейчас новая система. Они подселяют в семью, например, муж, жена уйгур и третьего китайца подселяют. Вот они спят практически в одной постели. Это что такое происходит? Как здесь можно бороться с этим? У них есть такой политический подход, когда все китайцы должны быть китайцами. Все одинаковыми. И понятно, что уйгуры не отличаются. Они отличаются и ментально, они отличаются религиозно, они отличаются обычаями, традициями. Они больше даже на нас похожи, да, нежели всех остальных китайцев. И это представляет опасность. И учитывая тот строй, который сегодня имеется в Китае, все это развязывает им руки для того, чтобы сделать из этого такой механизм инкубатора для того, чтобы сделать всех одинаковыми. Тут борьба с этим может быть только путем внешнего международного давления. Другого, к сожалению, не придумаешь, потому что организовывать восстание там бесполезно. Единственный инструмент — это внешнее давление. А мы знаем, как можно сдавить или нельзя давить на Китай. Тем более, если речь идет о какой-нибудь Европе, там, да. Китаю она там, знаете, так, ее мнение для нее там, может быть по каким-то вопросам важна, а в основе своей у Китая достаточно своих интересов, своих ресурсов, рычагов для того, чтобы выполнять свои задачи. К сожалению, к моему большому, великому сожалению, мусульманский мир молчит, Лига наций молчит, Саудия, которая считает себя старшим братом на Ближнем Востоке, молчит. Если все молчат, почему бы не продолжать выполнять свою задачу? Вот и все. Ты дал свой рецепт по поводу того, что международное давление. И я думаю, Китай сегодня, может быть, даже самая сильная страна в мире. Понятно, что у Америки больше баз, но у Китая другая стратегия. Они не тратятся на военные базы, они где-то покупают, то есть если посмотреть карту, сегодня половина Африки сидит на кредитах китайских. Да, Китай сейчас много забирает стратегически важные объекты в странах Африки, порты, аэропорты, вместо долга, который им должны те или иные страны, а мы, кстати говоря, мы списываем и прощаемся. Хотя мы тоже могли бы забрать и порты, и аэропорты, и не знаю, вокзалы или еще что-нибудь. Стратегически важный объект. Вот я хотел бы обратить внимание зрителей, потому что часто у нас люди смотрят и думают, вот плохо где-то мусульманам, ну, вроде они же мусульмане, мы христиане, ну и ладно. Но, во-первых, если вы верующие люди, для вас боль любого человека, будь то мусульманин, буддист, христианин, она точно такая же, она абсолютно равной должна быть, это во-первых. Во-вторых, я вас разочарую, Китай точно так же нетерпим к христианам, как и мусульманам. И там тоже сносят христианские храмы. Поэтому я всех предостерегаю от того, чтобы считать, что это проблема там кого-то. Эта проблема сегодня, может быть, она в большей степени касается уйгуров, а завтра она коснется всех. Мои дорогие, мы с вами потеряли там полсибири, да, у нас сгорел лес. А другую половину мы сами продали в Китай. И, как известно, сегодня Китай получает газ и нефть дешевле, чем мы здесь покупаем в собственной стране. То есть наша страна сегодня
финансирует, а завтра, когда Китай придет сюда, он уже тоже приходит сюда. Вот ботанический сад, эти вот здания, земля, потихонечку, все потихонечку прикупается. То, что они не вошли сюда с танками и с оружием, это не значит, что они еще не здесь. Ребята, поэтому задумайтесь над этим. Вот раньше тут Америка, там враг, да, Америка, но тихонько-тихонько Китай тоже, так скажем, подобрался, еще неизвестно кто опаснее. Да, согласен, но китайцы, они своей экспансии берут, да, они не столько там, понятно, военной истории или там какой-то технологичной, но экспансия, именно физическая экспансия, выкуп территорий, помещений и так далее, и так далее. Вон, посмотрите, в Нью-Йорке, пол Нью-Йорка китайского уже. Да. Питер наш, вон почти все гостиницы, все отели, мотели, все в большинстве своем принадлежат китайцам. Совершенно верно. Ну, в общем, братья уйгуры, мы с вами, мы вас не оставим, то есть мы будем продолжать говорить об этой теме. У завершения нашей передачи, тут, ты знаешь, да, все же косят под Дудя, вот, и спрашивают, там, что бы вы сказали перед Путиным. Это у Познера вопрос был, что бы ты сказал, когда окажешься перед Господом Богом, да? Но я не буду такой вопрос задавать тебе, я тебе задам другой вопрос. Вот если бы тебе Всевышний дал такую возможность сделать один добрый поступок, который бы оказал влияние на всех людей на нашей планете, какой бы ты поступок совершил? Ну, я бы, наверное, уничтожил оружие. Это был Калой Ахельгов.